Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой мужчина спешит торопиться в вашу жизнь? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и загадайте на свое будущее. Либо срок назначьте, либо доверьтесь судьбе. Так и спросите, какой мужчина спешит торопиться в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, какой же мужчина спешит торопиться в вашу жизнь. Какой мужчина спешит торопиться в вашу жизнь. Так, ну мужчина прям вышел, смотрите, какой прекрасный, прекрасный человек, да, еще и с факелом. Вот он, видите, какой он большой, красивый вышел. Есть такой человек, который спешит, торопится именно к вам. И это именно тот случай, когда человек торопится именно в вашу жизнь. Это не проходящий человек, это не мимо идущий человек. Этот человек идет именно конкретно к вам. Этот человек, он чувствует вас в воздухе, в пространстве. Он чувствует вашу энергетику. Это человек-посланник, но у него факел над головой. Его к вам ведут высшие силы. Его к вам ведет ваш род. И этот человек идет вам помощником. Человек будет вам помогать в каком-то очень важном деле, либо в ситуации, которая вас сейчас беспокоит. Возможно, у вас есть проблемы в жизни с финансами, со здоровьем. Ну, вообще какие-то осложнения в жизни могут быть, да. И вы как будто бы одна, да. Некому помочь, некому подсказать. Человек идет в вашу жизнь. Смотрите, мои дорогие девочки, у многих отыграется, что в вашу жизнь буквально вот в этом месяце, либо там месяц-полтора, да, идет человек как спасатель, да, это мужчина такой уже зрелый, то есть мужчина вот 45+, у кого-то там старше будет чуть-чуть, у кого-то помладше чуть-чуть будет. Я говорю средний возраст. Этот человек идет с определенными навыками, с определенным знанием. То есть он идет в качестве друга, не любовника, не мужа, а именно друга. Этот человек для начала будет вам другом и помощником. Вы можете в будущем с ним вступить в брачные отношения, либо в любовную связь, но это будет в будущем, то есть через определенный период времени. То есть может быть там 3 месяца, через полгода, может быть даже через 1,5 года. То есть у каждого будет своя ситуация. Человек идет вам помочь вам в насущном деле. То есть кто вот зашел на цыпочку, у вас в жизни все хорошо, шоколадно и прекрасно, эта цыпочка не ваша. Здесь человек идет спасти, помочь, избавить, подсказать, научить, с вами какой-то сложный путь пройти, да, какое-то дело решить. Этот человек идет вот в качестве спасителя. Дальше он в качестве друга отыгрывается в вашей жизни. И уже следующий этап – это уже любовная тематика. То есть, смотрите, появление человека идет именно для помощи. Его ведут вам помогать, потому что он факел несет. Тут нет сердца, тут нет души. Именно факел – это знание, это возможность, это открытие дорог. Освобождение вас из какого-то плена. Вот она, вы стоите, вот за ручки вас держат. Вы как будто бы в пленнице, да, в каком-то деле, либо в каком-то обстоятельстве. И этот человек вас спасет, он вас освободит. Он несет вам избавление от каких-то больших и малых неприятностей. Да? То есть человек очень сильный. У человека за спиной есть другие люди. То есть он человек авторитетный. Он может быть представителем какого-то бизнеса, либо человеком, представителем какой-то организации. Может быть, это даже его организация. Может быть, это человек-юрист, да, и у него есть офис, да, где там работают на него люди, там, правозащитники. Может быть, это человек-доктор, да, и у него есть своя практика, за ним есть его там ученики, коллеги, а он там типа старше идет. Может быть, это человек какой-то учитель, гуру, может быть, он директор в крупной компании, да, и он вас возьмет на работу, решит какие-то ваши вопросы. В любом случае, знакомство у вас с этим человеком состоится в течение 2-3 недель с момента просмотра этого видео.
знакомство будет либо случайным, либо каким-то, вот знаете, вот направленным. То есть вы идете в какое-то место, вы понимаете, что вам нужна помощь, и вам прям судьба вас подводит к тому человеку, который вам помогает. Как вы отнесетесь к этому человеку, но вам будет не до отношений, не до любви, вы просто будете искать профессионала, либо помощи у человека, который обладает знаниями, навыками и способен вам помочь. Как отнесется к вам этот человек? Он отнесется к вам с пониманием, с душой. В вас он увидит вашу душу, ваше сердце, ваш напуганный взгляд, либо какую-то вот даже, может быть, загнанность, да, что вот человек просто потерял уже надежду, все так сложно, все так непонятно, все так запутано, и человеку нужна поддержка. Он отнесется к вам даже, вот я бы сказала, по-отечески, по-дружески. Даже если он там немножечко младше, чем вы, все равно вот он отнесется как отец к вам, да, очень доброжелательно, очень открыто, очень душевно. Вы очень сильно оцените вот этот подход, потому что к вам как будто бы вот люди крайне редко относятся с таким пониманием и с такой душой. Вы знаете, очень хороший момент и очень хороший мужчина. Возможно, вы знаете, у вас даже настроение поднимется после знакомства с этим человеком. Вот прям в прямом смысле слова. У вас появится надежда. И опять же таки, вы его не будете рассматривать как мужчину, вы будете рассматривать его как профессионала. А дальше ваши отношения будут именно сугубо деловыми. Причем такими, знаете, как бы они деловые, но они все равно имеют какие-то дружеские нотки. Потому что человеку вы очень нравитесь, хочется вас поддержать, хочется, чтобы вы там побольше улыбались. И вы будете отвечать ему взаимностью. То есть вы тоже будете реагировать на его шутки, на его какие-то вот добрые слова в ваш адрес. Знаете, вот ваши вот эти вот отношения, даже любовные, если в будущем они перейдут на любовь, они будут у вас начинаться вот именно с дружеской ноги. То есть здесь два человека сначала подружатся, а потом они уже могут и полюбиться. У кого-то этот процесс так и останется на дружбе. Вы знаете, здесь очень много сыграет именно желание женщины. Этот мужчина очень деликатный, он не будет навязываться, он не будет лезть к вам там, с интимом каким-то, со страстью, там, соблазнять вас там, и прочее, добиваться. Этот человек будет просто реагировать на ваш взгляд, на ваш разговор, на ваш тон. То есть человек будет вас читать. Да, вот такой момент происходит. И если этот человек вам понравится вот именно как мужчина, и если вы захотите развивать с ним отношения, то вы ему просто об этом намекнете. Так мягенько, да? И тогда вот у мужчины как будто бы зеленый свет загорится, и он начнет ухаживать. Ухаживания будут очень деликатные, ухаживания будут очень нежные, очень добрые, очень открытые. Вы знаете, с тем человеком как будто бы вы на звезде покатаетесь, честно. Вот таких мужчин, может быть, у вас и не было. Настолько вот аккуратных, настолько чистоплотных не только вот по жизни, да, вот в одежде, либо там в еде, но и в обращении с женщиной, да, то есть он не позволит себе каких-то там сарказмов, не позволит каких-то грязных комплиментов, либо сальных высказываний, там шовинистических шуточек, ничего этого не будет. Здесь будет именно какая-то доброта, романтика, какой-то вот такой, знаете, вот легкий, даже бы сказала, флирт, что-то вот романтичное, что-то может быть средневековое даже, да, то есть как будто бы он какой-нибудь там поэт, а вы его дама сердца, что-то вот из этого рода. Вы, может быть, немножечко захотите более каких-то активных действий, да, от мужчины, чтобы он прям немножечко там побруталил в вашу сторону. Но этот мужчина нет, он не будет. Он, пока вы не его женщина, пока вы не его дама, да, вот прям, чтобы он там права на вас имел, он не будет бруталить. Он, наоборот, будет ходить с вас там, не знаю, пылиночки сдувать. Знаете, очень хорошее время вас может ждать с этим человеком. Человек вошел в вашу жизнь на определенный период. То есть, насколько долго он задержится в вашей жизни, будет зависеть от вас. Но то, что человек будет вам помогать, то, что человек будет вам давать хорошие дельные советы, вам действительно конкретную помощь окажет, это я здесь вижу. Вижу, кстати, я и то, что могут вам завидовать вашим отношениям с этим человеком и могут пытаться эти отношения разбить. Будьте аккуратны, поменьше говорите и поменьше слушайте, может быть, какие-то сплетни, да, либо, например, вам может
женщина какая-нибудь позвонить и сказать: а вы знаете, что я его жена, а вы знаете, что у нас там с ним дети, а вы ей не верьте на слово, вы ей скажите: вот сбросишь мне ксерокопию странички паспорта, где написано, что он твой муж, тогда я себе поверю. Вот так вот ей говорите, потому что есть там такая особа, вот я ее, по крайней мере, вижу, которая может за ним бегать, ухаживать, да, он ее отвергает, но тем не менее она будет пытаться за него побороться и может даже вот таким образом вас обмануть. Так что, мои дорогие, мужчину встречайте, мужчина очень хороший, мужчина мне очень нравится, мужчина добрый, мужчина отзывчивый, и мужчина, что самое главное, будет для вас и для вашей жизни очень полезный. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.